Друзья, доброго вам дня! Я вам сейчас хочу рассказать об этих двух машинах, которые очень похожи. Ну, они практически братья-близнецы, просто немножечко отличаются внешним видом. Это Nissan Fuga и Skyline, Nissan Skyline. Немного не похожие братья-близнецы. Так вот, Fuga это у нас 2004 года и Skyline это 2006 года. Вот, смотрите, ребят, хотелось бы разобраться, да, вот этот вот спор вечный. Кто-то говорит, надо Фугу брать, кто-то говорит, надо брать Skyline. Но мое мнение, что это даже, наверное, немножечко дело больше вкуса. Больше вкуса, почему? Потому что они крайне похожи. Первое, на что стоит обратить внимание, это сам кузов. То есть они в первую очередь отличаются кузовом. Что касается мотора, моторы одинаковые практически, те же самые, но, насколько известно нам, в Skyline немножечко его доработали, скажем так, дефорсировали, если можно так это обозначить, да, и он стал резвее. Кроме того, Skyline легче примерно на 100 килограмм, чем Fuga. У него, как заявляет нам Дром, примерно на несколько сантиметров, сантиметра 3 выше клиренс, хотя в принципе, ну, трудно это увидеть, такой небольшой разницы, может быть ее и нету, хотя может и есть. Вот. Колесная база у Фуги длиннее на 5 сантиметров всего. Ну, в общем, такие вещи, которые в принципе не сильно отличаются. Фуга смотрится мощно, более мощно, да, то есть вот если вы посмотрите, жопа у нее такая крепкая прям, она смотрится более мощно. Skyline смотрится немножечко меньше, но при этом спортивности у него, я думаю, поболее будет. Давайте сейчас залезем в интерьер, уже посмотрим, наверное, начнем со Skyline, залезем в Skyline и посмотрим, как же это все у нас выглядит. Ну вот, если сравнивать, смотрите, у нас рулевая колонка, двигающаяся полностью, то есть вот эта вот вся штука, она двигается полностью. Сейчас, если нажмем кнопку, так, где она? Давайте заведем, наверное. Так, она у нас тут электрическая или... Да, она у нас механическая. То есть, завели. Смотрите, вот эта штукенция у нас движется вперед, назад, вверх и вниз. То есть, как видите, сейчас, пардон, кондиционер выключу. Вместе с тахометром двигается и руль. То есть это на самом деле прикольно. Это как-то, ну, я считаю, это такая заточка более на молодежь, да, сделана. То есть Skyline все-таки более такой молодежный вариант. Сейчас закрепим. Оп. Вот. Далее, что касается салона. По мне он кажется немножечко более проще, чем у Фуги. Все как-то более так по-спортивному, да. Все более в таком молодежно-дизайнерском стиле выполнено. Сами даже сиденья, обивки сидений, дверные карты, ну, в общем, задняя часть. Все сделано немножечко более в молодежном стиле. Буду это сегодня так называть. Также в Skyline, как и в Фуге, в принципе, бывает регулировка сиденья электрическая, ну вот она, да, то есть это в принципе практически на каждой машине встречается такого класса. У нас бывает здесь память сидений, память руля, если это электроруль, соответственно. Ну, коробка, да, обычный автомат, очень они надежные, что на Skyline, что на Фуге, то есть вопросов они никаких не вызывают. Такой же монитор, такая же консоль управления, но немножечко отличаются от Фуги воздухозаборники и сама магнитола. Часы такие же, по-моему. Вот, бардачок небольшой. Так, а сейчас давайте заглянем в багажник. Багажник очень удобно открывается у нас вот здесь. Это классно, это удобно. Не нужно искать никаких рычагов. Ну, вот такой вот достаточно просторный багажник. Я считаю, его более чем достаточно. Давайте бонусом посмотрим состояние. Люблю делать, заглядывать вот сюда вот машинам зад, смотреть. Блин, ну я, конечно, в очередной раз удивлен состоянием автомобиля. Так, а теперь пойдем к Фуге.
Фуга. Не знаю, в честь рыбы они назвали ее так, или это еще что-то означает. Наверное, что-то еще. Кто знает, пишите в комментариях. Колеса, кстати, по мне, опять же, диски у Skyline как-то повеселее, поинтереснее смотрятся, нежели родные колеса Фуги. Ну, Фуга такая, более классический, да, вид она имеет. Наверное, вы знаете, да, теперь я понял один момент. Их можно сравнивать с краунами. То есть можно сказать, что Фуга это Crown Royal салон, а Skyline это у нас атлет. Вот. Если вы хотите провести аналогию, то думаю, что это будет самое правильное. Так, теперь мы заглядываем в Фугу. Что мы видим? В принципе, все то же самое. Вот то, о чем я говорил. Настройки сидений, здесь есть электропамять, электрические сиденья, мультируль, кнопка старт. В принципе, все так же, но здесь кажется больше пространства. То есть как-то все более монолитно, немножечко по-исполински. Монитор, да, у нас здесь больше получается. Часы такие же. Вот за счет этой консоли, которая немножечко перетянулась вверх, да, на панель, в отличие от Skyline, когда там все как-то вертикально более выполнено, и монитор немножечко ниже сидит, вот где-то здесь примерно. Ну, смотрится это круто. Здесь более широкий подлокотник, здесь более широкая вот эта сама борода. Круто. Бардачок сам по себе больше, чем у Skyline, однозначно. Не знаю, зачем они в Skyline сделали такой маленький бардачок. Сиденье более классической формы, сзади все так же, в принципе, ну, похоже очень. Вы знаете, пространства больше, кажется. Кажется даже, что потолки у Фуги выше. Так, сейчас заведем эту машинку. Ну, вот здесь срабатывала память сиденья и руля. То есть сиденье подъехало, руль тоже опустился. Здесь у нас не двигающаяся уже консоль торпеды, да, то есть здесь отдельно, у нас слева, отдельно двигается руль. То есть вы можете его вперед, назад, в два направления, то есть вертикально и горизонтально. Вот. Также у Фуги, как у Skyline, присутствует, ну, у Фуги чаще, у Skyline тоже бывает камера передняя, да, в зеркале, для того, чтобы можно было объезжать бордюры, которые могут находиться, ну, вот, где-то поблизости с левым передним колесом. То есть это все очень удобно, видно на самом деле. Если даже как-то придумать, как эту камеру немножечко перенести или поднять зеркало, не знаю, ну, поколхозить, конечно, немножко, то, в принципе, можно увидеть даже дорогу спереди и на обгонах это применять. Ну, это, конечно, сложновато, но, тем не менее, можно пробовать. Вот. То есть, ну, интерьер, сами видите, более классическое, более все какое-то такое серьезное, для взрослых более дядек в Фуге сделано. Ну и сейчас также заглянем в багажник. Багажник также открывается с кнопки из салона. Такой же, в принципе, такой же багажник, хотя может быть немножечко выше. Так, Фугу не обделим вниманием, заглянем. Ну, тоже все в шикаре. Просто новое. Да, таких машин вы не найдете нигде, кроме как в Японии. Наверное, интересно будет заглянуть под капот, да, посмотреть, что же там. Хотя там, в принципе, у этих машин все одинаково. Практически одинаково. Сейчас откроем. Ну вот, ребят, сравниваем. Открыл я капоты, теперь смотрим. В принципе, тот же самый движок V6, только здесь он 2.5 стоит, а тут у нас на Фуге 3.5. Достаточно все похоже, но... Так, здесь у нас крышка есть. Ну да, немножечко отличается по месту установки. Допустим, здесь я не вижу расширительного бачка на моторе, да, а здесь вот прям заливная горловина прям возле мотора стоит. То есть
основные базовые элементы как бы похожие, а какие-то мелочи, ну, они отличаются. В принципе, аккумулятор там же, воздушник там же стоит, второй воздушник, ну, одинаково. Раз, два. Ну, здесь они также просто спрятаны вот за вот этими вот декоративными пластмассочками. Что бы вы выбрали? Skyline или Fugu? Выбирайте, кому что нравится. Смотрите, что еще хочу отметить. Сейчас вот машина стояла, даже загонял, просто по стоянке проехал, да. Фуга более вальяжная, то есть не знаю почему, возможно подвеска какая-то иная. Вот, чуть-чуть она мягче, более вальяжная, не такая резвая на руль. То есть Skyline более такой резвый, дерзкий, то есть более остро рулится, им легче управлять. Обзорность чуть-чуть лучше у него, то есть как-то на нем, ну, проще, да, действительно. Если, в общем, вы хотите какую-то машину чуть серьезнее, берите Fugu. Если хотите чуть помолодежнее, поспортивнее, порезвее, повеселее, берите Skyline.